эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Застрявшие под Алекминском машины выбрались из снежного плена. Паспорт привитого от коронавируса будут выдавать автоматически на портале госуслуг. Волонтерство, творческие инициативы и патриотическое воспитание. Конкурс проектов талантливой молодежи прошел в Мирингре. Все 12 машин, которые застряли на участке между Санаехтахом и Мархой в Алекминском районе, выехали и продолжили путь в сторону города Алекминска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии. На помощь застрявшим со стороны Алекминска выехали большегрузы с необходимым запасом топлива и продуктов питания. По данным синоптиков, вчера вечером в Алекминске температура воздуха составляла минус 23 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду. Стоит отметить, что автозимник, на котором застряли машины, должен открыться в январе. Президент России поддержал необходимость пересмотра индексации пенсий работающих пенсионеров. На встрече с Владимиром Путиным глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что в организации с самого начала считали неправильным принятое в 2016 году решение приостановить индексацию пенсий этой категории россиян. Также, по словам главы государства, вопрос связи МРОТ и прожиточного минимума требует очень тщательного обсуждения с экспертами и общественностью. Напомню, в конце октября глава Минфина России Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, зарплата в последние годы растет, и индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо. Паспорт привитого от коронавируса будут выдавать автоматически на портале госуслуг со следующего года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. По его словам, регионы страны получили более полумиллиона доз вакцины от коронавируса за последние 3 недели. Михаил Мурашко уточнил, что все поставки вакцины идут в соответствии с графиком. Добровольную вакцинацию от COVID-19 в России планируют начать в первые месяцы следующего года. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, кампания пройдет поэтапно и вряд ли ее можно назвать массовой. А пока же успешность регионов в борьбе с COVID-19 всецело зависит от усилий местной власти и, как показывает практика, местного бизнеса. О том, как акционерное общество РНГ помогает медикам Алмазного региона, смотрите в следующем сюжете. В декабре исполнился год после первой вспышки COVID-19. Правда, тогда никто не мог поверить, что коронавирус выйдет за пределы Китая. Но это случилось. Повсеместное заболевание сплотило многих, а бизнесмены, которые сумели остаться на плаву, стали помогать медикам. Акционерное общество РНГ оказалось в числе первых, кто помог Мирнинской центральной районной больнице. Специально для этого в нефтяной компании запустили программу РНГ медикам. Компания изыскала средства, мобилизовала собственные ресурсы снабжения и на протяжении всего года поставляла недостающие медикаменты и оборудование Мирнинской больницы. В компании помощь местной системе здравоохранения поставили на поток еще в марте. За это время медики алмазной столицы получили от нефтяников 16 прикроватных мониторов, мобильный бокс-капсулу для транспортировки больных, аппараты искусственной вентиляции легких, ультрафиолетовые облучатели рециркуляторы воздуха, оборудование для размораживания плазмы, а также несколько партий средств индивидуальной защиты медиков. Сами помните, было очень сложно доставать СИЗы, антисептики. Тогда еще в России этого не было. И они вот первые, вот как и акционерная компания «Алроса», и также РНГ, они нам первые помогли. И поэтому нашим врачам было очень, нашим сотрудникам было просто и легко работать, потому что и предоставили нам они именно, конечно, качественные СИЗы. Да? Вот так же, как сегодня мы получили от них очки, маски. Также получим костюмы «Дюпонт». Благотворительный проект РНГ медикам отметили и на всероссийском уровне. Нефтяники стали победителями федерального и регионального этапов премий для СМИ и пресс-служб топливно-энергетических компаний «Медиатек» в номинации «Социальная и экологическая инициатива». В режиме онлайн лучших поздравили представители правительства страны. Когда мы начинали этот проект, разумеется, мы не думали ни о каких премиях. Наша главная задача
была оказать действительно нужную и важную помощь. И второй момент – показать жителям Мирнинского района, что мы вместе, мы рядом и мы готовы помогать. Пандемия COVID-19 наглядно показала, социально ответственный бизнес способен серьезно помогать и оперативно реагировать на потребности региональной системы здравоохранения. Анна Винокурова, Роман Ларин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Стратегию цифровой трансформации отрасли экономики и социальной сферы Якутии до 2030 года примут в республике. Ее представил проектный офис на совещании у главы региона Айсена Николаева. Основные принципы документа направлены на интересы граждан, обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов госвласти. На сегодняшний день в республике в электронный вид переведены более 100 госуслуг, еще 84 планируется перевести до конца 2022 года. Во время совещания глава региона отметила, что без цифровой трансформации невозможно говорить о поднятии экономики, социальной сферы, вопросов госуправления на качественно новый уровень. Коллектив НВК «Саха» удостоен благодарности главы Якутии Айсена Николаева за слаженную работу в условиях пандемии. Национальное телевидение и радио ни на минуту не прерывало вещание, информируя население о самом важном и актуальном на сегодняшний день. Также глава региона поблагодарил коллектив НВК «Саха» за победу во всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион-2020» в номинации «Телевидение и жизнь» за проект «Игры Дыгына». Благодарности главы региона удостоены Власий Сергеев, ведущий программы дирекции эфирного вещания, и Александр Маркин, режиссер дирекции эфирного вещания НВК «Саха». Это результат работы большого количества людей. То есть, когда вот мы снимали «Игры Дыгына», это, безусловно, спортивное состязание, которое каждый год ждут все, не только любители спорта, но и все жители республики. И на трансляциях вот мы взяли за основу трансляцию игр и отправили специальную версию на этот конкурс. Над созданием этой трансляции работало очень много людей. Это режиссеры повторов, операторы, корреспонденты, комментаторы. Это, как вот отметил на встрече Олег Олегович, это свыше 40 человек. И это общая победа, и мы очень рады. Ежегодный конкурс проектов талантливой молодежи прошел в Неринге. В этом году работали по 3 направлениям: развитие волонтерства, творческие инициативы, гражданско-патриотическое воспитание. У каких проектов есть право на жизнь, узнавала наш корреспондент Екатерина Павлова. Конкурс молодежных инициатив проводится в Нерюнгри в 3-й раз и с каждым годом привлекает все больше и больше участников. В этом году на 3 гранта было подано 10 заявок. На этапе заочного отбора мы оставили 7, но никак не меньше невозможно было сделать. И решили, что очный этап он уже действительно покажет, кто чего стоит. Тем не менее, даже после очного этапа у нас были, скажем так, споры. На самом деле все проекты очень хороши. И, конечно, мы задумываемся о том, чтобы увеличить количество грантов, сумму грантов, потому что проекты ежегодно, с каждым годом становятся все богаче, все более, серьезно отработанными, проработанными. И они, конечно же, принесут очень большую пользу нашему населению. Проекты разнообразны. Это и идея создать бригаду рабочих для помощи нуждающимся пожилым людям, и объединение молодежи на квест об истории и особенностях волонтерского движения, и программа обучения волонтеров, задействованных в поисковых операциях. Все проекты имеют право на жизнь и, возможно, будут защищены уже не на муниципальном, а на республиканском или федеральном уровнях. Конкурс направлен на поддержку молодых людей и молодежных инициатив, на развитие их идей и получение возможности молодым людям реализовывать свои идеи. Победителем номинации «Патриотическое воспитание» стал Павел Федоровский с проектом «Армейская полоса препятствий». Средства гранта готов направить на популяризацию военно-прикладных видов спорта и создать большую современную полосу препятствий. В номинации «Творческие инициативы» комиссия признала лучшим проект Екатерины Гореловой «Этно-арт». Речь идет о мастер-классах по изготовлению одежды, украшений и сувенирной продукции в стиле коренных народов Севера. Готов обучать волонтеров, задействованных в чрезвычайных ситуациях, проект Светланы Киселевой, победившей в номинации «Развитие волонтерства». Мы приглашаем людей от 14 до 25 лет, молодежь. Хотим, чтобы вступили в наши ряды, посмотреть, чем мы там занимаемся, нашу деятельность. Первой помощи, волонтер-спасатель, также тактика в природной среде, будет обучение. Теперь победителям предстоит дать своим проектам жизнь. Из городского бюджета они получат по 100 000 рублей. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.
Размяться перед долгими новогодними выходными, сжечь за тренировку 500 калорий и плюсом получить прекрасное настроение. Такую возможность в минувшие выходные получили все мирнинцы. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приготовил для всех желающих программы по растяжке, стретчинг, вод и зумбе. Подробности в следующем сюжете. Это танцевальный фитнес на основе латиноамериканских и мировых ритмов, очень зажигательная тренировка в виде вечеринки, где очень легко сжигаются калории, получается удовольствие, заряжаются девочки эмоциями и становятся прекрасней. Зумба мне очень нравится. Это вот прям мое. Я вообще люблю танцы, а зумба это прям вот зажигательно все, латиноамериканские, африканские мотивы, это все здорово. После мастер-класса, вот как бы я сегодня пришла, попробовала именно, что я поняла, что я хочу этим заниматься, что мне весело этим заниматься. Как бы понятно, что первое занятие, оно тяжелое, оно как бы в принципе всегда мы что-то первое, когда начинаем, оно тяжелое, никто не говорит, что это будет легко. Но в дальнейшем, если переработаться, это как бы в принципе веселое сжигание калорий, и я намерена купить абонемент уже с Нового года и начать заниматься. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Берегите себя, не забывайте про защитные маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.